Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Сегодня мы поговорим, как вам сказать, о наследии нашей Чечни-Ингушетии и немножко пройдемся по этим нашим соседям. Я не преследую цели их как-то ущемить или оскорбить. Просто я констатирую факты, которые они сами в своих речах, в своих выступлениях, в своих своей ненависти чеченцам, все это высказывается. Это все в просторах интереса интернета. Я их просто собираю и по ней с вами веду эти разговоры. Знаете, у каждого человека есть своя жизнь, свои заботы, свои проблемы. И нам, вы знаете, кроме забот этих ингушей, у нас есть свои заботы. И просто разговор очень сложный, поэтому иногда не так оно гладко идет. Когда касается вопроса брата, соседа, оно, знаете, не всегда, вот много людей не хотят слышать правду, и им устраивать посередине, полуправду посередине, типа не обидеть, типа, знаете, мы вот так, если будем говорить, они на нас обидятся, потом они на нас еще будут обижаться тысячи лет. Мне кажется, лучше, знаете, вот мы, кто жил в СССР, это помнит, мы их там оберегли, пылинки с них сдували, и результат вы видите, да? Вот вы видите результат. Они как ушли, все, забыли про нас, что мы есть чеченцы. Мало того, что вот я не историк, я не политик, я тоже человек, как и многие среди вас. Знаете, мне очень просто все. Вот человек что-то говорит, человек что-то придумает, человек лжет, говорит неправду, еще высокомерно, вот такими вот этими бросает это парными словами адрес других и пытается задеть нас. Вот тогда, знаете, тогда меня одевает, и это любого порядочного человека заденет. Когда, вот знаете, мы не можем заглянуть в их голова, мы не можем прочесть эти мысли, что в головах этих людей. Но мы можем рассказать про себя. Вот какое-то несчастье, какое-то горе. Вот знаете, я не знаю, если вам, товарищи, соседи, ингуши, именно ингуши, не война, не ингуши, которые вот именно от вашего имени, от вашего народа, от вашей республики, от ваших городов, там они сидят и говорят что-то против нас, мы будем говорить, что вы ингуши вот против нас. И поэтому, знаете, товарищи, не вам указывать, как нам жить, каких вот этих ценностей придерживаться, как нам заботиться о своей культуре, о своей истории. Знаете, когда вы вели этот вольготный образ жизни, вот перед вами ЧССР, вот ваше достояние ЧССР, только карьерная лестница, и обкомовский кабинет вы там просиживали, милостыню у русских этих выпрашивали, чтобы жизнь свою олаживали. И вот в результат вот вашего этого пропагандянства, тунеядства 70 лет с нами прохлаждались. И вот тут сейчас вам понадобилась и музыка, понадобилась и культура, понадобилась история. Сейчас на лжи, я не знаю, как бешеный принтер, вы все это печатаете, все это напридумываете. И можно было, конечно, как-то культурно идти, но куда вы спешите, тоже непонятно. Как будто бы завтра начнется Армагеддон, и все закончите, увы, вот на последнем этом вздохе. Вот это, и все, всю свою злость, всю свою ненависть, всю свою никчемность, всю свою живость вот на нас, чеченцев, это направили. И вот многие чеченцы сидят, делают вид, что ничего не происходит. Многие ваши ингуши порядочные, хорошие, как бы хорошие.
Я не могу этих жирафских горах искать хороших ингушей. Для меня, если ингуш что-то говорит, это значит ингуши. Это не один, не два, не три, не 10 и не 100. И не простые люди из Очелков, там, Джейраха, там, выступают там античеченские лозунги. Нет, это ваши политические деятели, это ваша творческая номенклатура, это ваши писатели, это ваши журналисты, вот это ваш государственный аппарат. Правда, единственный, по-моему, не каждый, единственный приличный человек у вас, это Махмуд Калиматов. Единственный порядочный один ингуш, который я знаю. Нет никаких порядочных. Это Тамара Яндиева, которые после митинга 1973 года, вот их сформировали, ингушскую труппу, чтобы, хорошо, у чеченцев есть чеченгусский театр Хампашинурудыра, но вот не было ингушской, там два говорят, два только актера могли говорить а на ингушском, потому что вы все говорили на русском. Вот вам же рад, вы же хорошо шпрекаете на русском. А причем виноваты чеченцы? Если у нас чеченцы на своем языке спектакль «Боже, али черная коса», который вы пытаетесь оттуда украсть эту музыку. Вот все это спектакль «Лухо», сколько их было снято, но ни одного спектакля ингуши. И то с 1973 года вам дали зеленый свет, и учиться в Москве вам создали труппу, в Ленинграде вам создали труппу. Всех этих, которые гулящих этих ингушей собрали и направили туда, Москву, Петербург. И вот результат какой? Через 1978 году они обратно приехали, в 1973 году сперва в Грозном они где-то там кантовались, а потом их направили в Москву, Петербург учиться. И даже направляли в Тбилиси, есть даже актеры, которые близкие заканчивают. И вот весь в 1978 году вы приехали, этот Руслан Нурбиев, Беков, их много, это много, все вот это Тамара Яндиева. Вот чем они были заняты? Они смотрят чеченские песни, спектакли. И когда чеченцы это развалились в 91 году, вот создали свой этот коллектив, все туда вошли, и чеченские песни на ингушский манер, и сейчас в 2026 году это ингушские песни. Вот так, это свои, вот эти непорядочные люди, вот она выступает, вот это в 2007 году, по-моему, был память вечера великого советского композитора Аднана Шахбулатова. И вот там она говорит, Тамара Яндиева, какая была Грозная филармония. Вот она говорит, очень крутая филармония, очень было много возможностей нам. А сейчас нет, сейчас вы задним числом говорите, вы нас преследовали, вы нам затыкали рот, вы нам, они давали, даже есть один какой-то идиот, который вот этот уже вот это Хавы Абадиева был вот это руководителем театральным, по-моему, он это выступал, где-то он сказал, что ингуши преследовали, и они давали на ингушском языке спектакли. И вот как это? Вот так вы врете напропалую, не стесняясь, что вас где-то улучшат во лжи. Вот вам стыда нет. Точно так же вы с тем откроете эти ворота, будете пускать любовь в себе, имейте в виду. Welcome, все welcome у вас. Вот аморальный человек, он аморален во всем. Знаете, порядочный человек и порядочный человек. Дело не в этом, я не доктор психологии, тут сидит, вам про это рассказывают. Просто удивительные вещи на наших глазах происходят. И вот как будто бы нам в советской школе привито сколько талантов, столько ума, сколько вот у нас, и нас, такой старой советской закалки людей, хотят эти тиктокеры, это хотят нас или обмануть, я не знаю, или заблуждение нас вести.
как будто бы до 1992 года ЧССР и существовала, как будто бы, знаете, это Аднахан Шахбалатова не было, Марьяма Айдемирова не было, Умара Димаева не было, Шити Эди Султана, Валида Дага. Это все народные артисты Чечен-Ингушской ССР. Даже Джансари Шамилева. Сколько их было, сколько их было. Я не всех сейчас могу вспомнить за раз. И вот Бек Эль-Мурзаев, Алхазур Ганаев, даже учителя, которые... Почему вы, ингуши, не можете вот так бросаться? Это я такой маленькой частицы вот этих Тамара Дадашева, она же в 80-х годах была очень популярна. Абти Далхадо, Мансур Минцаев, очень много, очень много. Махмуд Насимба, мы молчим, который гремел на весь Советский Союз. Вот расскажите про своих. Хорошо, вы были великими в ЧССР, вы самая великая нация на земле. Вот расскажите, какие у вас достижения. Вот расскажите, не этот Зуртанов, Танзила Чабиева, а вот покажите, вот какие откройте учебники истории СССР, где про чеченцев все написано, про вас, ваши даже нигде они упоминают, что вы такой род великий был. Вот так, вот знаете, не это там, вот какой-то вот это, у вас вот это, когда вам нужно, да, вы вспоминаете это СССР. ЧССР тоже вы не хотите вспоминать, еще вы не хотите вспоминать СССР. Вот границы Ингушской, вот это, в СССР. Посмотрите на карты, что у вас был, товарищ. Нет, вы на этой карте СССР тоже не хотите смотреть. Карту Чечен-Ингушской ССР тоже не хотите смотреть. А вот историю ЧССР не хотите, историю СССР не хотите. А вот вы хотите вот это теперешнее, которое, и вот в царское время, где это очень сложно, какой-то вот это написал, одна строка, и вот и разворачиваешь свою угоду, и вот то, что дальше пишется, это ты не говоришь. И все вот это сидит, это наши чеченские историки, вот это написали эти книжки, вы думаете, эти ингуши умные такие, они все находят сами, нет, это наши чеченские историки, писатели написали, они смотрят, вот это фольклористы, филологи, все это написано, но они почему-то в советской школе, вот это все написано в советские времена, ну, была такая стратегия, конечно, сейчас они написали бы это все как есть, а тогда тоже немножко стесненная связь, можно бы писать, но не все. И вот они как-то дружба народу тоже туда включали, этих ингушей туда включали, которые там ни при чем было. И вот так написано. В последнем 1998 году какая-то чеченская историк, эта женщина, очень именитая, в Московском она университете где-то преподает. Она огромную монографию, 800 страниц написала, как царское время и чеченцы. Вот что могут в царское время, вот это во время царя, императора, что вот... И вот это там же очень много вот этих писателей, которые русские, писали не все как. Ну там некрасивые вещи. Вот она дурочка, включила это, потому что это написано кем-то. То, что это правда, неправда, это нам не касается. Вот так, какие-то чеченцы вот такие правды, вот это где-то написано, это так и должно быть. А вот ингуши, да, это у них нужно учиться, скорее всего. Вот они, то, что есть, это не касается, придумывают, сочиняют, врут. И вот это, конечно, вот такая, когда ты врешь, тебе легко. Ты можешь напридумывать, фантазируешь, тоже можешь напридумывать все, что угодно. И тебе вот то твои аргументы кажутся убедительными, потому что это же все на лжи. Это вот это человек, который не хочет
правды, не ищет этой правды, который вот ненавидит тебя, вот ему вот тебе что-то там вот написали, и вот тебе это, вот эти люди, поэтому это ингуши. Все это делают именно ингуши. Не инопланетяне, не французы, не итальянцы, не испанцы, не русские, а ингуши. Они впереди этих русских идут. Русские вот сколько, 500 лет хотят с нами, вот так нас стереть с карты земли. Вот ингуши вот преуспели, вот впереди идут. Вот Чечня, нет, это мы ингуши. Все чеченцы, это мы ингуши. Да, вы ингуши, вот Джайрах, да, это не ваш, это осетинский. Вот оттуда вы. С Дарьяльского ущелья, Ангушт, вот оттуда. Федор Шаляпин, король, тоже у вас в гостях побывал с этим Абреком Зелимханом. Он вас воспел, конечно. Ну, вот такие дела, просто нужно быть немножко настороже. Нужно иногда, знаете, да, это вот очень удобно сидеть у себя дома, ничего и делать. А пусть делают другие. Пусть вот сколько талантливых людей, вот историков, филологов. Вот просто этот канал, как я, открыт. Еще лучше меня, профессора. Сколько профессоров у нас сейчас? Вот, вот действительно, есть проблема? Есть. Почему нельзя эту проблему приглушить? Почему нельзя аргумент? И почему нельзя закрыть это? То, вот это, вы видели этот Танзила Заур? Вообще не грамм колхозница. Что это Танзила Чабиева? Она вообще ничего не понимает. Даже я могу в своих аргументах, вот, да, может быть, я не гладко, как они говорят на русском, но непонятно, половина, непонятно кто. Но я чисто чеченец, рос в горах, и я, хотя раньше очень много говорил на русском, но вот так получилось, что сейчас я живу за границей уже сколько лет, не говорю на русском, не на чеченском. И вот иногда бывает словарный запас он есть, вот нужно секунду, ты не можешь найти слово, которое ты бы хотел бы выразить ту иную позицию или конструкцию разговора. Мы же учились в школе, учились неплохо. Это вы, двоечники, эти песни. Поэтому вот своими грязными руками лазите куда не положено. И вот знаете, ваши попытки тщетны. Я горжусь Чеченгусской ССР. Она была самая моя родина. Вот как я был ребенком, я гордился. Я был подростком, я гордился, что я живу в СССР, что у меня есть город Грозный. Почему-то ваши мужчины, которые, это тоже ваша история, это тоже ваше наследие. Почему вам стыдно говорить про это? Если вы говорите ни одно доброго слова, представляете, сколько лет вот этот Хава Бадиев прожил всю свою жизнь в Грозном. Сколько она, ни одно слово, даже чеченец слово она не употребляет специально. Она диктор на этом телевидении, уже старая, но все равно бегает по всем этим каналам, сотни у него программ. И вот никогда не говорит слово чеченец. Никогда. Вот так есть, вот так. И чеченофобия, вот этот Безуртана, тоже грозненский житель. Вот это, все Абади, все чеченофобы грозненские. Даже этот Танзил Чабиев, мать, депутат, была в Верховном Совете СССР. Интересно, какого азива? Вот это интересно, конечно. Вот стоит этот человек. Сейчас я долго ждал, пока он закончит. Сейчас до сих пор стоит и на телефон. Ужас. Как можно часами говорить на телефон? Вот это непонятно. У нас закрыты
улица, он приходит и спокойно себя разговаривает. Там машин же нет, и людей нет, а под дерево встал и себя болтает, 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 болтает. Кошмар. Хорошо, что не так, я в наручниках не так и услышу, но иногда проскальзывает. Ну, такое. Chanteuse tchétchène. À l'époque, c'était la tchétchène Ingouchitsa, c'était la même ethnie. Donc, une chanteuse qui s'appelait Tamara Dadacheva. Elle était tchétchène. Et donc, j'ai grandi avec ces chansons. Allez, on y va. Друзья, только что прозвучало исполнение Хамзата Бекова, вот этой композиции Асхунукина Аренца Зизгаштамар Дашева. Там, почему я включил эту композицию, потому что я хочу назвать вам, кто музыку сочинил, стихи, вот это, поэтому включил вот этот Хамзата Бекова, там как не он сам, знаете, странная ситуация, это видео получилось. Короче, Хамзат Беков его снял, скорее всего, французенка сняла, но он на своем канале это видео не поместил. Какой-то чеченец поместил это видео и назвал его чеченская мелодия. И много любителей, вот это, скорее всего, ингуши, много, они увидели Хамзата Бекова там на картине, видео, и, скорее всего, туда зашли, чтобы послушать, типа, ингуш сочинить ингушскую музыку. Но там их ждало разочарование, что вот песня там знаменитая, 80-х годов, песня Тамары Дадаш, который хит был ее. И мое удивление было, может, Али Димаев сочинил, нет. Вот именно вот этот человек, Рамзан Паскаев, является автором музыки, композитором вот этой песни, является Рамзан Паскаев. Сперва мы, это творческий вечер Рамзана Паскаева, сперва послушаем эту песню в оригинале исполнения Тамары Дашевой, а потом и про видео тоже, которое Хамзат Беков, я
я снял, это третий мой ролик, 2 предыдущие я не поставил. Я сперва сделал акцент на этом видео Хамзата Бекова, но там комментарии были, ни одной комментарий не был указан, что это чеченская песня. Почему-то восхваляли Хамзата Бекова, какая красивая песня. Он его не сочинил, он его не исполнил. Это просто исполнение на фортепиано. И вот почти 1 миллион человек это видео посмотрело, 2000 комментариев, и ни одной комментарий, что это песня чеченская. Хотя заголовки, это чечен специально сделал заголовок, что чеченская мелодия. Вот они пришли, все эти любители, вот это Хамзата Бека, есть такие сейчас, появились после его кражи, вот этого видео, как бы сказать вам, вот этот Аднан Шахбулат, вот кто в Советском Союзе, чья бытность жили, были такие заставки, вот это грозненское телевидение, даже по радио было, вот когда парк, где-то люди ходят по улицам, и вот такая легкая вот эта музыка была. А этот сделал копии из этой музыки, конечно, плагиат, знаете, да, они как-то по-другому, но все равно же без какой-то немножко как сказать, погромче, там же тихо она идет. А тут она на фортепиано спел, без слов, без ничего. И вот этот очень много последователей появилось, как понравился этот доктор им всем. Это такой, он типа доктор, он типа писатель, он типа танцор, он каких только спортсмен. Каких талантов только нет у этого молодого человека, сейчас пожилой джентльмен, под 50 чем-то лет. И вот это там в комментариях, вот я вчера в своем видео это сказал, но сегодня это видео я не поставил специально, но зачем вам знать это все, вот это, потом будете писать, вот ты придириваешься этому человеку, там ищешь вот это. Я не придириваюсь. Вот точно так же, как он исполнил вот эту песню Тамара Дадаш, он исполнил вот эту песню Аднана Шахбулатова, он не был в курсе, что он будет популярный, а потом вот это связано было с Ингушетией, Министерством культуры, и вот как-то вот он сперва сказал, что моя песня, и вот он не знал, что ее хотят включить в вот это национальное состояние, и сейчас теперь, конечно, не может отказаться от своих слов, и так как это исполнено немножко по-другому, он решил присвоить эту песню, но забыл, что еще живут чеченцы, которые жили в СССР, что это по радио, вот везде это слышали. И как-то весеннее вот это, что-то было осенне-весеннее, вот это времена погоды. Были такие заставки у грузинского телевидения, где дети с мамаш играют партии, там цветы. И вот это я помню, вот сейчас я вспомнил, я же тоже смотрел чеченгурское телевидение, и я вспомнил вот это. И вот она же знакома, если она, вот многие люди, даже русские, говорят, это знакомо, русский язык, которые жили в Грузии. Это же мелодии звучали раньше. Если это не звучало, я уверяю, ни один человек бы не написал бы Хамзату Бекову, что это музыка Аднана Шахбулата. Честно, Аднан Шахбулат, великий советский композитор, 800 произведений, которые написал. И вот это говорит, нет, это я написал, это очень скромно. Но это дух Ингушетии, конечно, это дух Ингушетии, это понятно. Врать, присваивать чужое, это национальное сейчас стало состоянием. И вот сейчас я хочу вам показать оригинале. Просто мы композитор вот этой мелодии не был известен. И я хочу сказать, кто композитор вот этой песни «Асхонакин Аренси Зезгаш». Сейчас мы посмотрим. Конечно, Зезагаш. Композиция «Зезагаш» в исполнении народной артистки СССР Тамары Дадашевой. Рамзан Султанович, а вы нам поможете? Безусловно.
И наша команда Деврес Хылшын, наш Деврес Шумасу, Аларес Хылшын, там Рамзан Сюри, не бяхка, Рамзан Диксагу, Рамзан Стукахи, Кишидахра. Спаачи аш сахарат ан ялхуш сахарат дат сваждат сабу. Тавет тем ахет нацу ши халар йо халар нец халар ши пандур ши корм кала ши дахар иделика цин иделик албинка мучи халқабу ацхалқор ишт халах бюк шур рамзан ишт факорда тулгайсан ишт цин рамзан аляксин Hasan dik pandurçevatsun. Hasan Ramzan pastel şol kıyıvatsun. Hasan kız baytış yatsun. Hasan kız eşiş yatsun. Это, ну, для меня это идеал. Я бы сказала, правда же? Маркал Тамара, это высшая оценка для меня. Повязывайте отцу буквально. Ну, скажем, ты получил все от этой жизни. У тебя такая хорошая семья, порядочная, умная, трудолюбивая семья, я хорошо знаю. Вот твоя супруга Хадиш, صيد شاغها لا شا يوزها لا من حلق ليك شا بيشتو من вот гайт شا اشتغلت دائما она была в тылу, но она вела всю твою семью. А ты в свое время что делал? Ага, искусством занимался. Но это было сделано ради нас, ради народа. Цундела, Хадиш, Аллах резхал, дед резхал, мусунов чего резал, дед резхал, буквально. Друзья, вот это автор вот этой песни, которая прозвучала Тамара Дадашин, народная артистка Чечен-Ингусской ССР,
является композитором этой песни Рамзан Паскаев, стихов тоже. Есть два мнения, что тоже вот стихи очень сложно. Вот музыку, да, уже подтверждено, что это написал Рамзан Паскаев, но вот стихи я искал в поисковиках везде, но они говорят, да, могут быть написаны Рамзаном Паскаевым, но 100% вот это, потому что не было зафиксировано где-то. Вот точно так же была вот эта песня Деймох Нана, которую написал музыку Али Димаев, пел Абди Далхад, много певцов его пели, но нам он известен как в 80-х годах, когда Абди Далхад солист группы VH4 пел. И в Советском Союзе он тоже, точно так же был из-за этой песни. И вот там тоже композитор был указан, автор стихов не был указан, и мне пришлось искать этого автора по всем библиотекам, по всем этим книжкам. И я нашел этого автора и зафиксировал, что это Эдуард Амакаев, сын прославленного чеченского писателя Арби Амакаева. И точно так же вот этой песни, вот я хочу зафиксировать, что Рамзан Паскаев является автором музыки и, возможно, стихов. Если это автор стихов Тамара Дадашева, тоже ничего страшного, оба чеченцы, и нет тут, нам, можно сказать, о безразности. Главное, чтобы это было чеченское достояние, и вот и была, вот не было вот это, потому что этот Хамзат Беков его спел, непонятно, на французском языке он говорит, что это чеченская музыка, а многие ингуши даже понимают, что это, он говорит чечен, Тамара Дадашева делает вид, что вот не понимает, а потом их дети потом скажут, что это наш отец сочинил. Или кто-то вот это видео туда куда-то положит, отрывок снимут и положит, и скажет, что это Хамзат Беков написал. Я уверяю вас, все они будут утверждать, что это Хамзат Беков написал. То, что ты говоришь, твои аргументы никому не касаются. Ну, вот такой. Вот этот творческий вечер был Рамзана Паскаева, вот Тамара Дадашева, вот эту свою песню, которую сочинил это Рамзан Паскаев, прозвучало. Ну, вы поняли, да? Композитор вот этого музыкальной композиции Рамзан Паскаев.
Only, да. Я эту песню поставил, знаете почему? Потому что вот нам кажется, когда Мака Сагипа эту песню спела, или Мамака Межиева, кажется, ой, это же перепоют они песни. Вот эта Тамара Тадаша была вот королева. Вот как бывает в индийских фильмах, Шридеви была королевой Болливуда, который самый красивый фильм, самые красивые песни ей. Точно так же Тамара Дадаша была королевой чеченгусской эстрады. И вот сколько, вот я даже знал, что эта песня поет Тамара. Вы представляете, я думал, Мака Сагаипова поет. Или Хават Аша, по-моему, Хават Аша. Вот они поют, и тебе кажется, они очень кажется, что это их песни. Нет, они перепоются в тех старых песен, которые у нас были. Это в 80-е годы. И даже тогда эта песня была. И вот потом в Ингушетии то же самое. Вот это, они существовали, эти песни. И вот утверждать, что нет, это мы сейчас сочинили, вот это неубедительный аргумент того, что я не музыковед и не искусствовед, фольклорист, я нет. Просто я, вот это же понятно. И когда-то вот это надо все, сперва нужно восстановить старое, что у нас можно восстановить. И вот от этого отталкиваться и вот предъявлять эти права, предъявлять вот это. Все есть такая, все вот это. Кто-то украл Ингушетию, тоже можно спецоперации провести, вернуть вот это, потребовать вернуть архивы Гостелерадио ЧССР, потому что, да, можно копировать их, но нельзя оригиналы увезти в Ингушетию и делать вид, что это ингушские. Вот это. Когда создавали ваши телекомпании Ингушетии, оно, вот сама Хава Бадиева, диктор чеченгусской телерадио, вам сама в своих интервью говорит, что ничего у вас не было, даже камеры не было. И в Азранском подвале, это не здание, а подвале Назранского городского суда вы находились, ваша телекомпания. Откуда у вас сейчас вот весь этот материал, все эти песни, все эти кассеты? Это с Грозного притащили и вот пользуйтесь. Можно сделать копию, но нужно же отдавать, обратно нужно отдавать. Оригиналы должны быть в Грозном, не у вас, а Азране. Вот такая печальная история чеченцев, которые сами чеченцы ее пишут. Тогда, понятно, не было возможности, не было. Сейчас-то вы, ой-ой-ой, Чечня. Крутой регион Российской Федерации. Вы замки, дворцы строите, небоскребы строить. А нельзя вот эту мелочь, вот эти тысячи, у вас гостелефон, Госфилармония, Министерство культуры, и вот это телевидение, на редакции, тысячи работников у вас, тысяча. Нельзя их как-то, не знаю, немножко вот, хоть тысяча, хоть один человек, вот я сколько открыл вот этих известных страниц музыки, кто сочинил, кто написал. Я же могу сесть и придумать. Почему нельзя люди, которые на эту зарплату, может быть, не знаю, какой-то нанять айтишника хорошего, вот парня, который, не нужно айтишник, парень, который разбирается в этой музыке, и вот как-то, я не знаю, как-то искать, сперва нужно искать в интернете, через, я не знаю, через свой искусственный интеллект. Все, что можно сделать, нужно сделать. Это на потом, лучше вот оставлять на потом, все, культуру на потом. Физкультура вот важна, спорт важен. Почему должна культура на потом? Почему должна история на потом? Да, Министерство культуры, это же огромный регион, третий народ в России. Это же, там же нужно же очень много всего сделать. Все вот это, сколько, даже вот эта песня, которая поет, по-моему, Хава Ташаева поет ее. И я не знал, что это
поет Тамара Дадаш. Точно так же многие песни, вот Маким Межиева тоже поет. Это какая-то песня тоже Тамара Дадашева. И вот почему нельзя оригинально найти и вот предъявить это миру, тоже непонятно. Сейчас я хочу, вот мы поняли, да? Вот основном Кина Аренца здесь с песней Тамары Дадашевой, зафиксировать композитор Руслан Паскаль, автор стихов тоже, скорее всего, Рамзан. Ой, что со мной сегодня? Этот Рамзан Паскаль всегда знаю, а почему-то другое имя, другое. Автор Рамзан Паскаль, я извиняюсь, конечно, за эти ошибки. Вот видите, третий ролик, сейчас за этого я должен реснимать. У меня сил нет, часовые ролики реснимать. Вчера то же самое. Что-то я там болтнул и пришлось переснять. Это третий ролик. Две я не поставил, сейчас третий. Тоже мне он не очень нравится, потому что можно было бы как-то по-другому сделать. Ну ничего, это же Аниторская киностудия. Что я могу, то и делаю. И вот просто автор вот этой песни, музыки Рамзан Паскаль зафиксировал. Он в начале вот этого творческого вечера рассказал про свою жизнь, и там он свой учитель Умара Димаева, вот на кого нужно сравняться, ну, вы знаете, да, великий композитор Умар Димаев, который все эти лезгинки, все вот очень много он внес в нашу культуру. И вот Рамзан Паскаль, видите, сами пожилой человек, и у него есть достойное продолжение, у него есть ученики. Я рад этим, очень хочу похвастаться его сыном Русланом Паскалем. И мы сейчас послушаем песни Эши, его исполнение тоже как на гармошке без слов, скорее всего, это будет. Помните эту песню? Музыка одна наша была. Это песня Алхузур Ганаева «Тханюрта Тинаду». Ой, Ланя,
Allah süga, sirla sida, irsak euruş, aslıyor milayu. Sokuga paypuşu, sayari hüjuşu. Ona tahezar, sandega merzer, büsanna yurtahli kalur. Osuna genahyu. Allah süga, sirla sida, irsak euruş, aslıyor milayu. Это была самая современная версия этой песни. Сейчас мы Мансура Минцая послушаем, потом, если найдем оригинал, просто послушаем. Это для того, что, вы знаете, когда вы слушаете эти песни, это из нашего, вот это как эти унгуши, вот они перепели песни, и все. Вот это, там же нужно и понять, кто, как, кто первый его спел, кто сочинил. Это оригинальный текст вот этой песни, который исполнен Алхазура Ганаев. Это версия исполнения Мансура Минцаева.
teze sede gelen gezer Düşende yürüte yıkılır Kostula gider hayır Ağaçıya sirvesiyede Ilzek müego Аспой Вы слышали, да, Хайюр Татина Ду, его сочинил Алхузур Ганаев, правда, стихи другого поэта, он поет Алхузур, исполнитель Алхузур Ганаев. Вы видели, да, самым современным вот этот парень пел, потом вот этот Мансур Минцаев, тоже 60 лет Сулейману такая, вот там он тоже исполняет. Очень важно смотреть, ребята, где творческие вечера Мансура Минцаева, Сулеймана Такаева, Тамара Дадашева, Рамзана Паскаева. Творчество вот там вот очень много раскрывается. И вот это блог Хамзата Тухашева тоже там очень, вот, если вы хотите, я очень просто, у меня простые алгоритмы. Вот я слушаю вот эти творческие вечера, стараюсь всегда смотреть, потому что там вот авторы песни, композиторы, там это все понятно. И вот нужно старые песни очень много слушать. И вот мой посыл ингушским и чеченским, многие чеченские, вот почему я это поставил. Вот это разные, вот нужно всегда указывать, кто, вот чья-то первая песня, кто композитор, кто написал стихи. Вот этот Тамар Дадаша песня, вот этот Хава Ташаева поет, очень красиво поет. Она красивее, чем Тамар Дадаша, но оригинал же Тамар Дадаша. И вот я послушал, я мне показал, что это Хава Таша. Потом я его послушал, Мака Ажиева. Вот так это нужно указывать всегда оригинал. Вот ты исполняешь песню, как это несложно указать, что это ковер Тамар Дадашева. Нет, вы включаете как свои собственные песни. И вот ингуши то же самое. Вот они чеченские песни ревут, сперва включают свой репертуар, и потом они становятся ингушскими. Вот это мой посыл вам. Больше, что я могу вам сказать, пересказать, больше ничего. Ну, вот такие дела, хотя это видео тоже мне не очень нравится, но что я сделаю? Я 3-й раз снял, 4-й раз я не собираюсь. Ну, у меня было 1 раз, 7 раз я снимал. Представляете, одно видео 7 раз снимал. Это сколько я? 20 минут останавливается, переснимаю. 30 минут я снимаю, какая-то ошибка грубая и переснимаю. И иногда бывает на 5 минут ошибки. Иногда бывает в самом начале я включаю ошибки. Бывает, даже вот такой в самом начале, иногда бывает 10 вот таких ошибок, вам кажется, это же очень огромный труд. Если можно было монтировать, да, это было бы здорово, это очень было бы здорово. Все свои, вот не хотящие, вот это очень короткие ролики были бы, я снимаю часовой, можно было сделать 40 минут, 35 минут. И поменьше можно было бы. Вот так и делают все блогеры. Они снимают большие ролики. Вот как я сижу, разговаривать же невозможно. Вот знаешь, ты что-то хочешь сказать, и в 5 минутах ты не можешь это высказать. Тебе нужно все это доказывать, что-то пересказывать. И вот такое. И вот мой посыл всем современным певицам, певичкам, танцорам, вот всегда оригинал. Не стесняйся говорить оригинал. Вот это танцует, это ингушская язык, почему-то стесняется сказать автор Умар Дидимай. Вот так это, вот так это. Это Тамара Индиева, это Хадишат Ахтиева. Вот это вот все чеченские перепоют они, перепели. И вот нужно стремиться к своим истокам. Вот мой посыл вам. Я сегодня не думал, что будет музыкальная. Вот песня Тещи Руслан Паскал, сын Рамзан Паскал. Вот достойно. Видите, как он поет гармош? Вот ингуши бы прыгали. О, какой у нас великий пианист. Вот чеченцы очень скромные. Даже сказать, вот я обрадовался, что он умеет вот так играть гармошки. Представляете, песню
Эши, это старинная чеченская песня, вот он на одном дыхании исполнил. Молодец, молодец. Вот таких талантов сколько у нас? Да, все миллионы чеченцев, сотни тысяч за границей. Если бы 100 тысяч или 200 тысяч, которые нет этого, наоборот, я тоже это делаю, тоже моя ошибка, но я же чеченский смотрю, не только, вот ингушка что-то, все чеченцы из Европы, из России, везде смотрят, что там скажут, и вот им, они сами ингуши очень мало их смотрят, все чеченцы это смотрят, и вот я тоже этот канал смотрю, точно так же чеченцы, наверное, тоже смотрят их, и вот им кажется, что вот ингуши, ингуши заняты вот этот Хамзат Беков вышел этот рой, им будет задача, чтобы одну струю, вот, сперва с самого начала написать положительный комментарий, это так и делается. Там 100-200 человек сидят, пишут положительный комментарий, и все люди, которые там, они видят положительный, они тоже пишут положительный комментарий. И вот это именно, вот как писать тоже они это показывают. Но это Хамзат Беков, мы увидели это. И потом второе видео написано чеченец, даже Хамзат Беков это не поместил, а поместил чеченец. И то они пришли слушать ингушскую музыку. Вот, и поэтому не один человек, 2000 комментариев, и сложно сказать, какая красивая чеченская музыка. Вот это Марда Даша, Асхонхин, Аринца, Зецкость, Рамзана Паскаев. И нет, ни одно слово про нас. Вот такой. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Как-то не клеится у меня эти репортажи в последнее время. Но что я сделал? Я же не профи это делал. Мое блогерство утихает помедленно. Давайте, пока-пока, мир и добра всем.